Это было огромное количество всадников, красивые, статные, с кинжалами в попахах. Они нагоняли страх на Европу. Их боялись, но уважали. И было за что. Их смелость, патриотизм и мужество вошло в историю нашей страны. Своими яростными и лихими атаками они заслужили уважение. Дивизия с первых дней своего существования стала стремительно приобретать черты одной из самых боеспособных элитных частей русской армии. Формирование дикой дивизии преследовало отчетливо выраженную политическую цель. Необходимо было показать всему миру, что непокорные горцы Северного Кавказа отныне ревностные защитники России. Они кровью отстаивали ее интересы, перед врагом ни разу не сомкнув глаз. Чеченцы, дагестанцы, ингуши, их не призывали, и по большей части это были добровольцы. И что интересно, когда набирали добровольцев, желающих было очень много. Во время Первой мировой войны многие офицеры и всадники полка покрыли себя славой, проявив чудеса храбрости и героизма. Многие из них были удостоены высоких воинских наград того времени – золотым георгиевским оружием за заслуги в боях с неприятелем на полях Первой мировой войны. В составе ингушского полка были награждены офицеры Крым-Султан Базоркин, Элимурза Гулиев, Султан Далтмурзиев, Асламбек Маматиев и не только. Полными георгиевскими кавалерами стали Бексултан Бекмурзиев, Хаджимурат Мистоев, Хусейн Костоев, Мурат Мальсагов и другие. Вообще у нас на сегодняшний день это 14 полных георгиевских офицеров. 10 человек это кавалеры золотого оружия, то есть очень высокая награда. И помимо этого у нас еще 4 человека имели одну из высших наград. Это Георгия 4 степени. Среди них до войны это был Мачко Базоркин Сергей Федорович, а во время войны это Касым Далгиев, это Бекбузар Асламбек. Память о славных защитниках нашего Отечества бережно хранится на полках Музея краеведения имени Тугана Майсагова. Здесь же исторические документы настоящего патриота, прапорщика Российской императорской армии, полного георгиевского кавалера Хаджимурада Мистоева. Родился он тогда в селении Барсуковское Назранского округа Терской области. Обучался в Назранской горской школе. Военную службу начал в 1908 году. За участие в знаменитом Брусиловском прорыве Хаджимурад Мистоев был награжден орденом святого Станислава III степени. Его внук, афганец, гордится своим героическим дедом. Там дабол белла Ленинграде, Витгвардис, конной полиции служить дешану, замало мусхаджи, они вдвоем там были. Так, цултяга, там был бенги забегка, царшей гор тор шал там хаица, тем бхапы добровольно вступили в дикие дивизии. Так, полный от начала до конца пройти там дикие дивизии. Традициям чести и доблести сегодня верны ныне живущие защитники. В Ингушетии функционирует Ингушская региональная общественная организация по увековечению памяти туземной дикой дивизии. Сотрудники ведут патриотическую работу с детьми, с молодежью. Важно, чтобы каждый знал историю своего отечества и народа. Они также оказывают помощь и поддержку в содействии детям участников специальной военной операции. Мы сегодня, основная задача у нас это действительно поднять этот патриотический долг. Мы ведем патриотическое воспитание школьников в современные условия. Познакомиться с историей может каждый. В музее имени Тугана Майсагова есть вся необходимая информация о дикой дивизии. Лина Цычуева, Сулейман Костоев, Магаз 24.